Строительная отрасль Якутии в 2015 году отработала стабильно, несмотря на сложное экономическое положение в стране. Основные задачи выполнены, заявила глава республиканского Минстроя Вера Кузакова. Так, в целом для развития жилищного строительства и обеспечения доступным жильем населения Якутии в минувшем году было предусмотрено 8,5 миллиардов рублей. Ну а в текущем году обозначен план ввести более 600 квадратных метров жилья. Наш корреспондент Александра Охлопкова о деталях реализации амбициозной задачи. Несмотря на складывающуюся напряженность экономического кризиса, в этом году в Якутии планируют ввести 600 тысяч квадратных метров жилья. 340 тысяч квадратных метров – это многоквартирные дома. 260 тысяч квадратных метров планируют по линии ИЖС. В этом году, на 2016 год, у нас по всем трем программам и по добрым делам у нас выделено порядка 9,5 миллиардов рублей. Это бюджет республики, бюджет муниципальных образований, федеральный бюджет. Решить масштабные задачи предстоит в ходе реализации 3 программ. Это и по линиям Министерства сельского хозяйства, внепрограммного общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке», также программа по переселению граждан из аварийного жилфонда, который является одним из приоритетных механизмов строительства жилья в нашей республике. До конца 2017 года предусмотрено расселение около 9 тысяч человек. 490 тысяч квадратных метров мы должны расселить граждан. Программа продолжится. Сейчас формируется на 16-й этап. Как я уже сказала, на 2016 год у нас предусмотрено 6 миллиардов, чуть немножко больше 6 миллиардов рублей. Между тем, выполнить план будет нелегко из-за уровня покупательской способности населения. Во-первых, доходы у большей части населения не позволяют это сделать. Во-вторых, некоторые ждут снижения стоимости жилья. В связи с этим в системе ипотечного кредитования в республиканском бюджете предусмотрено более 500 миллионов рублей. В этом году ипотеку с привлечением бюджетных средств предоставляют Республиканское ипотечное агентство и Алмаз-Регенбанк. Республиканский банк в этом году готовит 2 продукта. Первый продукт – это строительство многоквартирных домов, да, по льготной ипотечной ставке. Да, и особенность его в том, что мы не будем требовать первоначальный взнос. Алмаз-Регенбанк готовит отдельный продукт ипотечный для выделения кредита физическим лицам, которые будут строить индивидуальное жилищное строительство. Если в этом году соседние регионы сократили темпы строительства, даже в нынешнее время экономической нестабильности Якутия лидирует по строительству жилья. Мы сохраняем лидирующие позиции. Да, вот на Дальнем Востоке мы входим в тройку субъектов, которые в абсолюте вводят наибольшее количество квадратных метров, как в абсолюте, так и на 1000 человек. Если взять объем ввода жилья в размере 600 тысяч квадратных метров на следующий год, то в той или иной мере государственная поддержка будет оказана при вводе практически половины, по большей части ввода. То есть чисто за счет средств граждан и привлеченных кредитов, да, вот и коммерческих кредитов, будет ввод порядка 295 тысяч квадратных метров. А оставшаяся часть, в районе 305, это уже будет господдержка в той или иной мере. Помимо планов и задач, руководство Якутии уделяет особое внимание к застройщикам, качеству вводимого жилья. На сегодня в реестр недобросовестных входят 72 организации. Если строительные компании подчиняются 214 закону о долевом строительстве, то деятельность кооперативов пока не регулируется. С теми застройщиками, которые так вот произошло, мы отрабатываем. Но эта работа должна быть, будем говорить так, за короткий срок не решишь, потому что вопросов очень много. Ну, во всяком случае, по застройщику «Макрос» в Чурапчинском районе работаем на сегодняшний день. С теплосервисом мы работаем, значит, пытаемся. Поэтому работа ведется. Другой вопрос, что есть проблема с жилищными кооперативами. У нас вот те жилищные кооперативы, которые не подлежат надзору и не распространяется 214 закон, федеральный закон. Здесь у нас немножко есть тоже соответствующие проблемы, но в части завершения строительства мы тоже рассматриваем вопросы
и стараемся способствовать. Строительство в целом является точкой роста экономики, залогом его эффективного развития как в экономическом, так и в социальном плане. А амбициозная цель этого года станет одним из ключевых приоритетов развития Якутии. Александра Хлопкова, Иван Семенов, Якутия. День за днем.